Okay, so guys, today we are going with you to talk about very, very important thing in grammar, which is actually impossible to live without. Буду миксовать русский и английский, чтобы всем было четко и понятно. Смотрите, что происходит в английском языке, когда мы с вами говорим о неком сцеплении слов. Происходит не так много вещей. Происходят либо предлоги, потому что это не русский, и у нас нет окончаний, да, там как красивая девушка, красивые девушки. Происходит иногда окончание, все-таки это бывает. Иногда ничего не происходит. Да? То есть мы, грубо говоря, сегодня будем говорить о том, что происходит между двумя глаголами. Это такие товарищи, как там go dance. Да? То есть можно сказать go dancing или go to dance. Go dance, ну, наверное, нет. Не получится. Так вот, смотрите, где-нибудь в шапочке себе вашего листочка, который вы, конечно, положите вот так, рисуем. Значит, вариантов всего три. Три варианта. Ну, если мы встречаемся с такими господами, как can, например, can enjoy. Не происходит ничего. Да, мы просто один прибавляем к другому, все. Мы счастливы. Дальше, что может происходить? Может происходить, например, like kissing. А может происходить что-то такое, как decided to kiss. Грубо говоря, это все, что мы можем сделать, да, чисто технически. Чисто технически. Мы либо ничего не делаем, либо добавляем ing, либо вставляем между to. So that is important over here. And today we are going to talk about the second and the third variant, because actually that is important. Of course, you can speak English without it. You can always say such a phrase like I suggest that we go to the party. Я предлагаю, чтобы мы вместе пошли на вечеринку. Ну, нормуль такой Russian English. Ну, если мы хотим говорить на английском, реальном английском, все-таки это будет как звучать? I suggest we go. Попробуй вот так. Go dancing. I suggest. We suggest go dancing. Going. I suggest going. Yeah, I suggest going. That's it. That's English. I suggest going to dance. That's English. Come on. Alright. So we are going to talk about to. You are on the video, guys. Так вот, сегодня будем разбираться, где же там to, а где же там ing и почему. Итак, сначала по верхам пойдем. Пойдем по инку. Смотрите, на самом деле ing, чтобы вы понимали, что это такое, часто будет стоять у нас в конце. Например, kissing in the metro is not sweet. Да, там, как обычно в американских фильмах кричат book a hotel room или что-нибудь такое, rent a hotel room. Да, то есть kissing in the metro is not sweet. Что я хочу, чтобы вы здесь поняли? Я хочу, чтобы вы поняли, что ing это не глагол. Что ing это как существительное. Да, там kissing is fine, dancing is cool, там smoking is not cool. Целование, курение. Целование, курение, да. Целование, курение. Это номер раз. Дальше. Что еще бывает с этим ингом у нас связано? Смотрите, у нас очень много глагольчиков, после которых этот инг встречается. И не спрашивайте меня почему. Просто так произошло. Просто примите, да. Примите и поймите. Например, тот же самый suggest. Если я услышу to после suggest, буду, не знаю, very, very angry. Да. Например, suggest. Еще есть такой парень, как mind. Это что такое? Не возражать? Это как раз таки возражать. Это как раз таки возражать. Помните это? I don't mind your smoking, бла-бла-бла. Ну окей. Ну, предположим, да, может быть так. Или I mind your staring at me. I don't like it. Please stop. Yeah. I'm not talking about you. I understand. I got it. I got it. Да, то есть я возражаю против того, чтобы вы на меня пялились. Смотрите, русский против того, чтобы. Английский I don't mind staring. That's it. Мы продолжим с вами, да? Здесь их много достаточно.
чуть-чуть попозже глубже разберем. Так, смотрите, еще. Есть такая штука, как предлог, ну типа on, for, at и так далее. Вот после них всегда идет ing. Ну, например, я извиняюсь за то, что пришла попозже, сказала нам сегодня Аня, когда пришла. Каким образом? I'm sorry for coming late. Late. I'm sorry for, I apologize for. Любой предлог, он требует после себя ing. Любой предлог? Любой. Иногда там, конечно, мы будем с вами развлекаться, но это вот крайне редко. Да? То есть запоминайте себе как любой. Дальше, есть такие фразочки. No use, no point. Например, такие. Ну, например, there is no use crying, girls. If the love is over, the love is over. There is no use crying. Да, то есть смысла плакать нет. There is no use, there is no point. Собственно, то же самое. Да? То есть записывайте себе обязательно. Так, хорошо. И давайте сюда добавим еще такие с can't. Или can't. Can't stand. Can't stop. Can't help. Can't stand. Помните, что такое? Это не я не могу стоять. Да? Это не про то. I can't stand talking like Boyarsky when I have problem with my voice. What is that? Can't stand. Не могу. Вообще не могу. Терпеть не могу. Can't stand — это я не могу вынести, да, перенести. Да? То есть это не могу стоять. Да? Can't stand. Это именно с отрицательным can, да? Да. Ну, can't stop понятно, can't help. Не могу ничего с этим поделать. Да, не могу ничего с этим поделать. What does it mean for ing? I can't stop smoking, I can't stop feeling, I can't stop crying. Thinking, I can't stop crying, да, то есть не могу не делать этого. Да, то есть, ну тоже в этом смысле не могу не делать что-то. Еще значит can't stand, это что такое? Не могу вынести. Терпеть не могу, да, это like synonym for hate. I can't stand speaking or talking like with this voice. Окей, хорошо. Так, мы еще вернемся чуть-чуть попозже. Что такое to? Это чтобы и для того, чтобы. Для того, чтобы быть умной и красивой, нужно читать и ходить к косметологу. Или бежать к пластическому хирургу. Да? То есть мы просто вставляем тоже так же в начале. To be or not to be. Да? To be smarty, или просто smart and beautiful. Ну и так далее по списку. Да? Для того, чтобы это делать. Дальше. Несложно догадаться, что есть такой же список глаголов. Я решила вам рассказать всю правду о пластической хирургии по какой-то причине, да, то есть I decided to рассказать? To tell? To tell. Decide. Tell out. Tell out. Это нарочно выдать информацию. Да, это прям проговориться. Вот. Проговориться, я решила проговориться вам, потому что я знаю что-то больше. Да, мы опять-таки продолжим этот список. Он здесь на этом не заканчивается. Дальше, смотрите, такие фразочки как it's good to, it's там nice to, it's stupid to. Да, то есть вот эти фразы, которые в русском мы говорим, глупо плакать, если у тебя, не знаю, двойка. Если за контрошу двойка. Да, it's stupid to cry. It's stupid to cry if you want a Пончик. Just go and buy it. After 6 p.m. Yes, right. Да, то есть после таких фразочек. Также фразочки, которые, например, про того самого мальчика, мы можем сказать, он достаточно хорош для того, чтобы я была с ним. Чтобы быть с ним. Так, полностью, он достаточно хорош. He's quite good. He's
Ну, quite это довольно, достаточно. Enough? He's good enough. Yeah, enough. he's good enough To be with me. to be with me. Да, to be with me. Да, то есть разрешение. He's good enough. Да, то есть вот эти фразочки с enough и тоже как good, bad. Не важно, да, здесь можно долго продолжать. Так, ну и последняя история, которая здесь важна. Просто запомните, что словечки where, what, how, они тоже любят to. В каком смысле? Я не знаю, куда мне пойти сегодня вечером перед вокзалом, потому что мы с Анастейджей уезжаем, и надо срочно придумать. Куда-то пойти. Где же evening hangout у нас устроится, да? То есть I don't know where to go. I don't know what to eat tonight, not to feel like бочка, потому что мы с Анастейджей сегодня eat a lot of donuts. Not a lot of, but Happy you. Not happy. Lucky girls. successful. We are successful. I ate only suruguni all day. Okay. Да, то есть вкратце, вот наша с вами информация. Сейчас будем копаться чуть глубже.